Добрый день, з вами Ганна Соусь. Про здоровье докторов и медицину ў часы пратэстаў мы будем гаварыць у жывым эфіры Свабоды Прэміум з кандыдатам медычных навук, з былой загадчыцай аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі Надзеяй Пятроўскай. Добрый день, Надзея. Здравствуйте, Анна. Добрый день, слушатели. Вы можете задаваць пытанні, рыхтаваць пытанні. Я пакуль раскажу пра маю суразмоўцу. Надзея Пятроўская вырашыла звольніцца пасля таго, як у РНПЦ насуперак волі персаналу змянілі кіраўніцтва. За ўдзел у акцыях пратэсту яе каралі штрафам і каралі суткамі. Цяпер Надзея Пятроўская знаходзіцца ў Чэхіі па ўрадавай праграме дапамогі Медэвак для беларускіх дактароў, пацярпелых ад рэпрэсій. І першае пытанне, Надзея, хацела задаць. Вот вы звольніліся на знак пратэсту супраць змены кіраўніцтва. Наталья Канапля не дазваляла сабе рэпрэсіўных захадаў да медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах. Тое самае рабіў, не дазваляў рэпрэсій дырэктар РНПЦ кардыялогія, цяпер ужо былы прафесор Александр Мрочак. І таксама яго звольнілі, нягледзячы на пратэсты лекараў. Азіраючыся назад, як вы мяркуеце, ці былі шансы ў калектываў адстаяць сваіх кіраўнікоў і даць прыклад іншым РНПЦ? Конечно, конечно. И Центр детской онкологии, и Центр кардиологии – это уникальные учреждения, специалистов которых заменить в течение 2 недель или 2 месяцев невозможно. И для меня до сих пор остается пример Купаловского театра неповторимым, непревзойденным. Нам, к сожалению, не удалось повторить этот подвиг. По ряду причин, вероятно, уровень сознания у людей искусства выше, чем у людей, помогающих профессий. Так, працягвайце, калі ласка. Какой можно пример привести? Почему произведение Дон Кихот осталось в истории мировой литературы шедевром? Потому что каждый человек понимает, что, принимая решение бороться с ветряными мельницами, он будет осмеян обывательским большинством. По всей видимости, вот люди искусства как-то это решение принимают на каком-то другом уровне. Мы, наверное, не смогли этого сделать. Надзея, а вы адчувалі себе Дон Кихотом, калі пісалі гэтую заяву? Ці былі Дон Кихоты побач з вами? Да, конечно. Конечно. Я понимала, что мы боремся с ветряными мельницами, у нас мало шансов, но я видела, что этот моральный выбор стоит перед каждым. Я не смогла жить с компромиссом со своей совестью, но я никого не оправдываю, никого не обвиняю. Колькі чалавек звольнілася на знак протесту, як вы? На сегодняшний момент из центра уволены 6 или уже даже 7 специалистов. Это большой процент для детского центра, это большая потеря, это однозначно скажется на качестве работы. Вот. Но поскольку это происходит в течение какого-то длительного времени, того необходимого эффекта это уже не оказывает, это уже не имеет большого значения. Это только ухудшает ситуацию в центре в целом. А вы сказали, звольнились эти звольненные? Люди уходят сами, конечно. Администрация центра прилагает усилия, чтобы людей, так сказать, остановить, но многие специалисты уходят по собственному желанию, по каким-то своим личным причинам, потому что атмосфера сейчас достаточно тяжелая. Скажите, калі ласка, что вам вядома про ту атмосферу, якую вы дастаткова цяжкай назвалі у РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі? Дактароў выглядае, што не хапае, правдападобна, што звольніліся найлепшыя дактары. Якая абстаноўка ў калектыве? Я могу сказать, что, наверное, близко к критической, потому что работа в этой области сама по себе очень тяжелая, морально и физически, и интеллектуально, требует огромного ресурса, и каждый боец на счету в этой армии, понимаете, и, безусловно, уход в первую очередь директора и специалистов среднего уровня и по возрасту от 35 до 45, это, в общем-то, основной потенциал врачебный. Это сказывается на качестве работы и на
перегрузках, которые сейчас испытывают молодые врачи. Невозможно, здесь не работает закон диалектики, что количество рано или поздно перейдет в качество. Врачу надо расти долго, чтобы стать хорошим доктором. Невозможно директора заменить 10 интернами. Это так не работает. Вы 21 год працавалі ў гэтым цэнтры. Колькі гадоў трэба працаваць, каб стаць сапраўды якасным спецыялістам, сапраўды прафесіяналам? Ну, тут вопрос сложный. Я думаю, что не меньше 10 лет, но я сталкивалась с очень талантливыми коллегами, которые ловили просто информацию вот на лету и пользовались всеми возможными доступными ресурсами, чтобы улучшать свои профессиональные навыки. Они, конечно, быстрее и эффективнее продвигались. Но в любом случае это все равно требуется, определенное время для становления. І нам прыйшло пытанне ад Святланы Бергер, яно якраз звязанае са станам анкалагічнай навукі. Яна пытаецца, як можна цяпер ацэніць стан беларускай онкамедыцыны і якім спрагназаваць яе бліжэйшую будучыню. Вот спасибо за вопрос, замечательно сформулирован. Она таким вот термином онкомедицина действительно обозначила целое поле. Я одну хвилиночку просто скажу. Я ведаю Святлану Бергер, яна онкапацыентка сама, яна атрымала лячэнне у РНПЦ онкологии и медычнай радыялогіі, і яна ведае, пра што пытаецца, это і вельмі хвалюе. Я выражаю ей поддержку и надеюсь, что прогноз замечательный и все будет хорошо. Ну, если возвращаясь к вопросу, еще раз благодарю за вопрос, он действительно продуманный, и несмотря что термина такого онкомедицины нету, но тем не менее, в общем-то, он отражает определенную сложность сферы, потому что это не только сфера врачебная, сюда включается и пациент, и сюда включается административный ресурс чиновников, без которых, к сожалению, мы тоже ничего не можем сделать. В каком состоянии сейчас белорусское здравоохранение, это вопрос очень болезненный, и это состояние отражается на всех отраслях. На онкологии тоже отражается и очень серьезно. Со стороны вот интеллектуального ресурса 2,5 года назад были выпущены новые стандарты лечения онкологических заболеваний. Они были выполнены группой, коллективом авторов. Это ведущие специалисты мирового уровня, специалисты наши белорусские, которые известны в своих областях. И стандарты были очень приближены к международным. Мы использовали и опыт российских коллег, и опыт ЭСМА, это Европейское общество, и опыт американских коллег. Наши стандарты совершенно замечательны. Но в закупке препаратов, тех, которые уже имеются в наличии, я имею в виду, которые стандартно используются в лечении онкологических заболеваний, и регистрация новых препаратов, которые постоянно выходят на рынок, это уже задача совершенно другого звена. И если в свою очередь врачи и средний медперсонал делают все возможное для того, чтобы наши онкологические пациенты получали свою помощь на самом высоком уровне, то я не могу этого сказать о наших чиновниках. Со времен Франца Кафки и его замка ничего не поменялось. Чиновник как был, так и остался фигурой очень ранимой, и с ним надо говорить очень осторожно, чтобы его не расстроить, а то, не дай бог, вообще ничего не получите. Вот. И, в общем-то, мы находимся в какой-то ситуации выученной беспомощности, потому что, с одной стороны, мы можем сказать пациентам: у вас есть такие-то опции, мы можем вам предложить из этих опций 2, допустим, да? А все остальное – это уже не нашей компетенции вопросы. С другой стороны, мы ничего не можем сказать нашим чиновникам, потому что, опять же, в случае каких-то негативных решений пострадают наши пациенты.
То есть говорить о проблемах это в нашем здравоохранении это признак дурного тона. И это ужасно, потому что, в общем-то, отсутствие реальной информации, в общем, приводит к тому, к чему сейчас это приводит. Мы ў жывым эфіры гаворым пра здароўе і не толькі з доктарам Надзеяй Пятроўскай. І паступіла пытанне ад Сергея Навумчыка. Ён быў дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання. Я зачытаю ягонае пытанне. У пачатку 90-х фіксаваўся рост захворванняў на рак у жыхароў не толькі чарнобыльскіх раёнаў, хаця найперш у іх, але і па ўсёй Беларусі. Памятаю, як на парламенцкай чарнобыльскай камісіі абмяркоўвалі ліст МАГАТЭ, у якім сцвярджалася, што рост не звязаны з аварыяй на чарнобыльскай атамнай станцыі. Беларускія навукоўцы, наадварот, казалі, што выбух захворванняў можа пачацца праз 25 гадоў. Прайшло 35 гадоў ад моманту аварыі, неўзабаве якраз будзе гэтая гадавіна. Што сёння можна сказаць пра дынаміку захворванняў? І ці ёсць на статыстыцы грыф сакрэтна, як гэта было за савецкім часам? Як бы вы Сергею Навумчыку адказалі? Сергей, спасибо за вопрос. Действительно замечательно сформулирован. Если позволите, я начну с конца. Грифа секретно на статистике онкологической заболеваемости нету, потому что именно на статистике завязаны все, в общем-то, вся организация медицинской помощи онкологическим пациентам. Это, опять же, и закупки препаратов, сколько его нужно, это и закупки оборудования. На сегодняшний день мы имеем действительно отличный ресурс для оказания помощи онкопациентам. Что касается динамики онкологических заболеваний, да, радиация – это научно доказанный фактор риска развития онкологических заболеваний. И рак щитовидной железы, безусловно, связан с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. И в Беларуси скачок этого заболевания был абсолютно научно доказан и, в общем-то, не скрываем. Что касается остальных заболеваний, существенного роста или изменения структуры онкологической заболеваемости мы не наблюдаем. Мы имеем доступ к статистике, онкологической статистике, причем сделанной очень качественно на международном уровне, как это положено делать, как положено делать статистику и структуру онкологических заболеваний по областям, по регионам, город, село, по возрастам, по полу. В общем-то, при желании эта информация доступна. За последние 10 лет существенный рост мы обнаруживаем в динамику рака легкого и рака предстательной железы у мужчин в связи с улучшением диагностики, ну и в связи с увеличением продолжительности жизни. То есть это тренды, которые имеют место в медицине международной, в любой стране. Четко связать онкозаболевания с аварией на Чернобыльской АЭС мы можем только по отношению к раку щитовидной железы. Для тых, хто не ведае, на свабодзе выйшла кніга «Жыццё пасля раку». Гэта гісторыі 22 онкапацыентаў, якія не прынялі сваю хваробу як прысуд, якіх гэтая хвароба, гэты дыягназ прымусіў пераасэнсаваць сэнс жыцця, і якія шмат гадоў жывуць пасля раку, дапамагаюць іншым онкапацыентам прыняць гэтую хваробу і жыць з ёй, і зразумець, што гэта толькі дыягназ, а не прысуд. І для ўсіх, хто хацеў бы пачытаць гэтую кнігу, яна даступная на нашым сайце. І я таксама далей у каментарах да нашага артыкулу дам спасылку на PDF-версію гэтай кнігі. Калі гаварыць не пра онкалагічную тэму, а пра тэму, якую, напэўна, кожнага чалавека цяпер хвалюе ў Беларусі, як бы вы патлумачылі прычыны паўстання медыкаў, я б так гэта назвала, так? Это вельмі яркая, салідарная грамадзянская пазіцыя вялікай часткі гэтай прафесійнай супольнасці. Менавіта цяпер. Чаму адбылося паўстанне медыкаў? Я связываю это с тем, что врачу невозможно врать. Нам невозможно сказать, что пыток не было, если так сказать, результаты их мы видим собственными глазами, если помощь оказывается в связи с минно-взрывными ранениями. Здесь невозможно черное назвать белым и наоборот. Мы являемся свидетелями собственными глазами, и
В данном случае говорить о том, что попы красили синей краской, врачам бесполезно. И я думаю, что причина в вопиющей лжи и в очевидном превышении всех допустимых полномочий, бесчеловечном отношении и пытках. Я нахожу в этом ответ. Ну, і, напэўна, і ў тым, што медыкі самыя першыя гэта пабачылі ў шпіталях, калі сталі паступаць Безусловно. першыя людзі, якія выйшлі з акрэсціна, выйшлі з міліцэйскіх пастарункаў, так, ну, і гэта тое, з чым, напэўна, людзі гуманнай прафесіі не сутыкаліся ніколі ў жыцці. Я с вами согласна, часть врачей работала волонтерами возле стен ИВС и ЦИП и видели своими глазами, оказывали помощь своими руками. Часть врачей оказывала помощь в больнице скорой помощи или в госпиталях военных или МВД. В любом случае люди видели это своими глазами, и теперь сказать, что этого не было, вы ошиблись, это невозможно. Мы паведамлялі на свабодзе, калі вы вырашылі звольніцца на знак пратэсту ўвосень. Я працытую, вы тады сказалі, што прычына маёй заявы агульны псіхалагічны фон, сітуацыя ў краіне, у медычнай супольнасці, вечнае адчуванне стрэсу. Працаваць з дзецьмі, хворымі на анкалагічныя хваробы, некаторыя з якіх сыходзяць, гэта і так маральна цяжка. Ну, да гэтага накладаецца яшчэ вось гэты стрэс і гэтае адчуванне несправядлівасці, гэты гвалт, які паўсюль. Вы, я так разумею, што можаце вельмі дакладна ўявіць, што адчувае ў Беларусі чалавек у белым халаце, прадстаўнік адной з самых гуманных прафесій, які не пагаджаецца з гвалтам і якому нельга хлусіць і які сам не можа хлусіць, як вы толькі што сказалі. Што ён адчувае маральна, псіхалагічна? Это большая тема, я думаю, мы, наверное, вернемся к ней в следующих наших передачах достаточно подробно, поскольку общество перенесло коллективную травму, и последствия ее еще будут длительное время сохраняться, и мы находимся на этапе принятия и какого-то такого немножко парабиотического состояния. Я об этом говорила в предыдущих своих интервью. Мы знаем о факте суицида доктора из Гомельской БСМП. Это очень тревожные новости сами по себе, которые тоже, в общем-то, действуют демотивирующе и депрессивно на все общество, и включая медицинское сообщество. Это говорит о серьезных, системных глубоких ошибках, которые не исправляются уже на протяжении долгого времени. И они повторяются и приводят к вот таким последствиям очень печальным, и тенденция, к сожалению, негативная. Я думаю, что мы более серьезно этот вопрос рассмотрим в ближайшем выпуске каком-нибудь и пообщаемся достаточно глубоко, может быть, даже и с психологом, и обратимся к каким-то фактам истории, потому что мы не первые, кто проходит этот путь, и я думаю, что есть какие-то возможности улучшения настроения, улучшения состояния, но это просто нужно лучше подготовиться. Якраз у працяг гэтага пытання я на мінулым тыдні размаўляла з прадстаўнікамі беларускай дыяспары Масквы і Санкт-Петербургу, якія вельмі актыўныя ў акцыях салідарнасці з беларусамі на радзіме, і адна з удзельніц, якая жыве ў гэтай дыскусіі, якая жыве ў Маскве, параўнала падзеі Нордосту з тым, што адбываецца ў Беларусі, у якім сэнсе, што вот тыя 5 дзён, якія вельмі моцна перажывала за людзей, якія сидзелі замінаваныя ў будынку гэтага тэатру, вот тое самае пачуццё, яна кажа, яна мае каля 7 месяцаў. Гэта чалавек, які знаходзіцца і за межамі Беларусі, так, але сочыць і удзельнічае ў акцыях салідарнасці. У Расіі цяпер таксама небяспекі ёсць удзелу ў такіх акцыях, таксама затрымліваюць і таксама адпраўляюць на суткі. Як працяглы стрэс адбіваецца на псіхічным, на фізічным здароўі дактароў и пациентов? Ну, это, безусловно, негативное влияние. Здесь не может быть вариантов. И, конечно же, это требует коррекции и помощи специалистов. Люди, которые глубоко воспринимают события, которые происходят дома, и при этом не могут никак на это повлиять. Хотя диаспора сделала очень много. Но мы всегда свои
свои достижения как-то склонны принижать. Люди, мне кажется, что вот люди гуманистических идеалов, они скорее скажут, что я недостаточно делаю, чем реально оценивают свою роль в процессе. И, конечно, они переживают. И, конечно, теперь я уже могу сказать, что мы все переживаем болезнь не в психологическом плане, потому что помочь реально можем очень немного. Складана ацаніць маштабы ад'езду дактароў. Некаторыя, як вы, з'ехалі, былі вымушаныя з'ехаць пасля сутак. Некаторыя глядзяць на перспектывы ад'езду. Як бы вы маглі з кантакту з вашымі калегамі, з таго, што вы ведаеце, што вы адчуваеце, ацаніць гэтыя маштабы, што адбываецца цяпер і што можа адбыцца далей, калі не будзе пераменаў? Ну, это, безусловно, было очень тяжелое решение, одно из сложнейших в моей жизни, но приехав в Чехию, я почувствовала со стороны и коллег, и знакомых, и диаспоры, и со стороны многих людей я почувствовала поддержку, и не было у меня выраженного там, периода стресса острого или отчаяния, скорее как раз наоборот чувство безопасности, которое как мягко обволакивает тебя в этой стране, как раз наоборот очень, очень поспособствовало улучшению настроения и чувство, что мы можем двигаться дальше и должны двигаться дальше. Гэта быў першы выпуск відэастрым у жывым эфіры. Мы гаварылі з доктаркай Надзеяй Пятроўскай не толькі пра здароўе, а кожны тыдзень мы будзем працягваць гэтыя сустрэчы, будзем анансаваць нашу размову, яе тэмы. Вы можете задаваць пытанні, Надзея адкажа на іх у жывым эфіры. Надзея, дзякуй вам вялікі за тое, што пагадзіліся, за тое, што адказалі на пытанні, шчыра распавялі пра вашу гісторыю, пра тое, што вы думаеце, пра тое, што вы ведаеце. Гэта была кандыдат медычных навук, былая загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі Надзея Пятроўская. Дзякуй вялікі. Спасибо, Анна. До встречи.